Ну и снова здравствуйте. Мы с Иваном Григорьевичем едем на рыбалку. Иван Григорьевич остался в корыте. Ну а я приехал, чтобы проверить свои ловушки, закинуть еще одну ловушку. Ну, надо взять живцов, чтобы попробовать насадить на мальков. В прошлый раз они принесли нам 2 язей, так что на этот раз тоже есть надежда. Был вопрос, как устроены ловушки. Ну, я уже не раз говорил об этих ловушках. Есть, как я их изготавливаю, как я на них ловлю. В плейлистах так и называется «Поймать живца». Там много роликов, ну, много-немного, штук десяток по-любому есть, что касается моих ловушек. Вот одна у меня ловушка с прозрачного. Были с коричневой бутылки. Вот, там мальки лезли хуже. Вот это с прозрачной бутылки. Обрезаю одну бутылку, верхушку. Обрезаю дно, 30-литровые пивные. В любом пивмаге вам их дадут бесплатно. Отрезаю дно, переворачиваю, пропаиваю дырочки, связываю толстой леской, где-то 0,8-0,9 по периметру связываю, завязываю узлом. А здесь также, так как там дырка очень большая получается, чтобы сделать дырочку поменьше, от 4-литровых бутылок опять же отрезаю верхушку и пропаиваю, привязываю. Можно еще тоньше сделать, с полторашки, чтобы чисто для мальков было. Но это, считаю, вполне достаточно. Так что ничего сложного нету. Важный элемент — это надо одну сторону загружать. Что-то вот у меня тут загружено все железом. Пласт железа или арматурину или что-то такое привязать на одну сторону, чтобы ловушка не вниз головой, не вверх, а чтобы чисто ложилась в одном положении. А тут у меня 2 5-литровые ловушки. В прошлый раз малек здесь был, но я не закидывал комбикорм. Сегодня комбикорм взял. Сейчас посмотрим, влетело ли что на пустые бутылки. Глубина здесь метр, чуть больше 2 метров. И как мы видим, даже и без комбикорма влетело нормально. Мальки есть. Вот они, средних размеров. Опять лягушонок маленький улетел. Тоже пойдет для налимов. Вот что ли, я думал, зимой лягушки спят. Оказывается, я ошибался. Так, а вот здесь уже заметно поменьше, но тоже есть вот штук, наверное, 20 мальков. Так что мы сегодня опять с живцами. И сейчас буквально небольшую горсточку комбикорма сюда. Заметьте, здесь вот эти мальки влетели вообще без комбикорма, просто так. С комбикормом, я думаю, их будет больше. Обыкновенные отруби, гранулированные. Я их немножко, вот солечко буквально ложу каждую бутылочку. Они там размокают и дают запах. Ну и 30-очку еще немножко подсыплю. Все, много не надо. 30-ку я повешу на отдельную палку. И пусть ловят. Если останется запас, отвезем в поселок, там будем тоже ловить. Малек — это универсальная наживка. Попадает вся рыба. От язя, хариус, налим, попадает все. Вся рыба есть этого малька.
Все готово. Вон их сколько. Вон их сколько этих мальков. Я прямо вижу вот возле льда. Вот их. Они прямо стеной стоят. Если был бы сачок, я прямо их бы здесь уж поймал сачком. Так что я думаю, на свежий комбикорм проблем не будет. С живцами влетят как миленькие. Все готово. Ловите на здоровье. Ну а мы поехали дальше к нашим палкам. И с утреца попробуем половить хариуса, сига. Все как обычно. Ну как, Иван Григорьевич, устроились? Ой, блин, как в плацкарте. Все. Доедем. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, правильно? Остановились с Иваном на протоке в надежде поймать хариуса, сига или окуня. Были времена, ловили мы здесь и довольно неплохо. Иван попадал на окуня, я на хариуса, на сига попадал. Но попали мы опять же на ершовое царство. Клюет ерш, клюет хорошо. Если там на глубине он не очень, 1-2, то пробурился здесь ближе к берегу, и он клюет просто отлично. Так что немного подергаем ершей, а живцы еще никому не мешали. И поедем дальше. Хариуса здесь нету. Или он сплавился весь, или его переловили сетками. Ерша поймал. Мне уже лень туда, Иван, бежать. Если крупный, кидай на лед. Так, сидим. Вон, сейчас тебе шалтай-болтай съест его. Весной здесь я попадал на отличный клев хариуса. На закате солнца хариус просто изумительно клевал. Я поймал штук 30, наверное, за каких-то полчаса. И потом стемнело, как бы еще клевало, но стемнело, надо было ехать. Вот он как клюет. Ну, кроме ерша здесь, походу, никого нет. Потому что был бы хариус, он бы клевал. Мужики ставили сети. Неделю, говорит, стояли, 4 сетки. Что-то поймали они 10 штук, что ли. Это вот когда, недели 3 назад, когда с Иваном мы здесь ловили ершей. А так, ну, ерш клюет, и то хорошо. Малька мы поймали. Ершей сейчас наловим. Ехать нам уже недалеко осталось. Скоро будем на месте. Но раз уже остановились, пробурились, что ж, подергаем. Ну что, хариуса мы так и не нашли. Потеряли около 2 часов, наверное. Зато надергали столько ершей. Штук 50-60, может быть, как минимум. В прилове был только 1 окушок с ладошку и 1 крупный ерш. Все. Одна мелочь ершовая. Так что поехали к нашим палкам. Ершей закинем в тюрьму. Попробуем часик
порыбачить на удочку и начнем проверять палки. Чаю попьем и приступим к проверке. Все, поехали. Вот, друзья, мы на нашем месте возле палок. Пробурили, сделали раза 3, 4, 5 лунки, закинул. И вот такой вот жиганок. Вот такой вот жиганок. Практически сразу. Так что одеваем камеру на голову. В надежде, что может быть клюнет что-нибудь еще. В принципе, клюнул сразу. Я только глубину нашел. 2-3 проводки. Была поклевка и потом хоп. А мы там время на ершей теряли. Но это не факт, конечно, что сейчас будет здесь обалденный клев. Но за 4 дня, может быть, что-то и собралось, да? Сейчас попробуем. Если будет клевать, что, конечно же, порыбачим. Ну, а если нет, приступим к проверке палок. Здесь может попасться вполне сижок. Да, окунь, ёрш, хариус, да что угодно. О, косачей долбит. Так, я рыбачу, вот у меня такая мормышка уралка и сверху вот такая нимфочка. Типа маленькие осы. Нимфа от Александра Мазая. Кстати, уралка тоже, наверное, его. Летом он мне давал пару штук. Клюнул на мормышку, на уралку. А, вот эту белую, да? Ну, и все, что-то больше не хочет. Видать, один и был. Ну ладно, и на том спасибо. Рыбалка и обед по расписанию. Да, война войну. Наш ураган-трансформер за пару минут превращается в шикарный стол. Все. Кофр ровный, вот тут вот эта перегородочка ровная, а можно накрыть стол на 8 персон, блин. Но нас двое, так что мы шикуем как хотим. Так что мы с одной стороны постоим, потом с другой, и потом по кругу. Так что у нас сегодня на обед макароны, рыбацкий напиток, горячий чай, яйца, хлебушек и самое главное вот такое вот сальце от Валентины Васильевны. Сегодня ночью сварила в мультиварке в луковой чешуе. Получилось просто обалденно. Сало, шкурка так твердая, а когда в мультиварке отвариваешь в луковой чешуе, меняется цвет, такой И вкус. цвет копчености и вкус. Там чеснок, специи, все внутрь рулетом заворачиваешь, варишь, обвязываешь. Вот такая вот штука. Так что хариус нам больше не клюнул. Да, это Сейчас и- по-быстрому, ну как по-быстрому, обедаем. да. Иван будет продолжать найти этого хариуса. Ну а я пойду проверять наши Попробуй. палки. Попробуешь. Там Как не он? замерзнем, там хоть двигаться надо. Да, там разденусь, а потом. Так, ну а пока нам сегодня за руль не надо. Сегодня мы с ночевкой. Да. Так И что, за рыбалочку грех не выпить рыбацкого напитка. да, настоечка. Повторяюсь, это не алкогольный напиток, это Сила рыбацкий. жизни. Будем. Будем. И за вас тоже, рыбаки. Очень вкусный. Полезный. Витаминизированный напиток. Да. Чистая питьевая кируль. Негазированная вода. Ну просто положено для порядка. О, тут даже 50% мяса в сале. Луковая чешуя. Чешуя, говорю, шелуха делает вещи. Объединение. Руки замерзли.
Мы будем морозиться, короче, обедаем, идем проверять. Встретимся на проверке. Друзья, вот только покушали, поели. Иван пошел проверять лунки, ну а я решил поднять удочку, чтобы не замерзла, потому что сегодня морозец давит. И думаю, дай-ка пару раз шевельну. Шевельнул, бам, удар. И вот такой вот хариус. Сразу ударил. Потом вот сейчас вот шевелю уже в течение 3-4 минут. И нифига. Без пользы. Вот такой вот красавчик. Буквально бам, ударил, как весенний хариус. Получается то, что он берет, что он есть, и его получается просто нету. Это значит, надо ставить, Иван, прикормку, чтобы рыба подходила туда. Так что клев есть, значит будет клево, значит есть надежда, значит пойдем проверять палки с огромной надеждой, что будет там отличный улов. Все, поехали проверять палки. А у нас уже, друзья, третий хариус. Третий хариус вот подошел. Думаю, дай-ка пройдусь по лункам. Вот Ваня вроде здесь только кидал, закинул и прямо на спуске вот такой ударил харюзок. Вот. Второй там болтается. Он крутится. Первый, то есть, ну второй, да, вот это третий. Первый был чуть поменьше. Клюет и берет довольно так жадно, как весной. Видать, давление, вот то, что морозит, подмораживает. У него, видать, нормальное давление. И берет просто замечательно. Бам, и все, аж приятно. Значит, надо его искать. А нет, вот один ударит и все. Аппетит есть, а рыбы нет, видать. То, что есть, бьет сразу. Блин, надо палки проверять, а теперь уже я не знаю. Нет, все. Буквально еще пару раз закину и пойду проверять. Пусть Иван ловит хариуса. Тепло. Согрелся? Тепло. Иван бурит новые лунки в поисках хариуса. Я 3 штук поймал. Теперь Ивану 30 поймать и будет нормально. 33 будет. 33, да. Ну а мы приступаем к проверке наших палок, проверке наших крючков на налима. Да и не только на налима, потому что насажены были частично мальки, то бишь гальяны речные. И есть надежда, что может клюнуть и язёк. Язёк, харюзок и вся остальная рыбная братья. Поехали. Ох, хватило бы заряда. Хватило бы заряда. А заряда мало. Мало, мало. Так, глубина здесь небольшая. Устье речки лесной. Здесь у Ивана как-то хариус, говорю, налим оборвал. Вертолет, но был пойман. Так, что мы видим? Мы видим один пустой крючок. И вот такого здоровенного ерша. Иван, смотри. Иван! Ваню! Смотри, на малявку ерш попался какой большой. Ничего себе. Во. Я насаживал на малька. И он такой вот здоровенный ерш клюнул. Вредитель. Вот такой вот здоровенный ерш. Он на какой крючок на малька попался. Вон какой, смотри. Хороший ерш. И малявка торчит еще. Вот это ерш Ершович. Попал на малька. Смотри, хвостик. Ага. Остался хвостик во рту. Закинь его туда, чтобы собака не села. Здоровый ерш. О, Такого можно солить. на. Нет, если что, этого будем кормить ершами, нет? Он солидный. Или не будем сырыми ершами? Кого? Собаку. Нет, не будет. Лучше не будем. Ну корми, что, если будет. Ладно, потом сварим лучше с макаронами. Ну да. Шо, Алтай? Будет, нет здесь что-нибудь? Как думаешь? А? Мелкие, Где мелкий? мелкие. Никого вообще нет. А нет, даже что-то и дергает. Вот такой вот маленький налимчик.
Он какой маленький. Я говорю, мелкий. Че, попробуй. Алтай внимательно смотрит. Алтай. Блин, заглотил глубоко. Ладно. Попробуем. Не знаю, выживет. Ушел, Алтай, ушел. Все, была рыбка и нету рыбки. Остался только запах. Выживет, выживет. Нет, так с него толку тоже немного. Ну что, есть налим? Нет, Алтай? Да у Алтая спрашиваю, есть нет что-нибудь? Молчит. Так, есть натяжка, кто-то дергает. Налимчик. Налимчик. Да, правильно. Алтай говорит, есть налимчик. Так, этот съедобный, этот что-то слишком мелкий. Сейчас попробуем этого отпустить. Ай. Вот, ладно, попробуй. Может, выживешь. А тебя, друг, никто отпускать не будет. Ты уже пойдешь. Пойдешь на сковородочку. Больше 35 сантиметров, значит, можно. Так. Зацепился об лед. Есть небольшая натяжка, но походу это мелкий налим. Так и есть. Мелкий налим. Отпускаем тебе обратно. Ох ты, блин. Весь кровью и зашел. Ладно. Выживешь, выживешь. Нет, так нет. Пошел снег, а это значит, будет небольшое потепление. Не знаю, как это отразится на клеве. Кто-то замотал. Кто-то замотал вокруг палки и ушел. 2 крючка пустых. И вот он крутанулся сколько раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 раз вокруг палки крутанулся и ушел. Я так думаю, это был язь, потому что налимы обычно не уходят. Так, тут что-то тоже все накручено. Рыба, походу, была. И рыба, походу, ушла. Ух ты. Что-то было на малявку. Потому что поводок аж задрало до крючка. Закручено вокруг палки. Скорее всего, это был язь. И ушел. Так. О, Господи. Я-то думаю, кто сюда намотал? Тебе-то что здесь надо, а? Дрищ-пакет, блин. Иди отсюда. Вали, вали. Иди гуляй, блин. Да. Крупняк. Что-то есть. А? Что-то есть.
блин. Алтай так смотрел внимательно, блин. Енцкадан. Вот живой. Да, молодец. Живой, хороший. Килограмма 2 как минимум. Да, молодец, Алтай. Алтай молодец. Вот, он так Нашел смотрел налима. тут. Я тут долбил, он так смотрит в лунку. Я говорю, ну... Вот Енцкадан. На большой крючок взял. Тихо, тихо, не ешь крючки. Енцкадан ерша взял. Молодец. Енцкадан. Наконец-то. Наконец-то размочили счет. Да. А то все пусто и пусто. Пусто и пусто. Не так-то здесь и глубоко еще на мелкоте. Еще считай. Вон. Один где-то грамм 400. И вот полная двушечка, как минимум. Может даже и больше, 2,5. Отлично. Так, надо за фонариком уже сходить, наверное, до букса. А то, наверное, уже ничего не видно. Это что такое? Что-то есть. Блин, что-то есть вроде бы. Что-то есть, но шугу затянуло. Опа. Блин, хотел же за фонариком сходить. Опа. Вот он. Вот, смотри. Да, налим На налима. Вот я же говорил, на налима попадает. Да, Вон еще раз доказывает. Вроде не такой и крупный, да? да, за... Такой же двушечка где-то даже Да, может. брат, А вон, попал на налима. братца засосал. Вон. Маленький налимчик попал. Маленький налимчик. Вон, маленький налимчик. Видно, не видно. Блин, хотел же за фонариком сходить. Такой кадр теперь не знаю, увидят, не увидят. Ну-ка посвети. А, все у тебя. Все. Вон, вот такой маленький налимчик. И на него попал вот такой вот. Красавец. Ну, хороший все равно, да? Да. Алтай радуется как. Ой, ты рад. Вон. Дай ему маленького так. Этого дам? Ну. На, Алтай. Он будет потом это. Это тебе. Да. Колдуй За за то, каждой лунки. за то, что ты Да. душой болел. Да. Папа. Вот такой налим, а попал на маленького налима. Что уж говорить о крупных, которые 5-6 килограмм. Они могут даже этого заглотить. Этот уже заглотил даже лутка. Но это произошло еще, видать, недавно, так как он живой. Так бы он сегодня-завтра уже бы уже скончался. Ну вот Енцкадан второй уже. Не, друзья, пошел я за фонариком. Это чуть поменьше. Чуть поменьше, но все равно хороший. Иначе мы так все кадры пропустим. Скорее всего, уже ничего не видно. Что-то запутало все. Ох ты! Закрутила, запутала и сорвалась. Ну да. Козел. Это был крупный. Опа. Что-то дернуло. Что-то есть. Что-то дергает. От Енцкадан. Енцкадан. Под трешечку где-то. Под трешечку. А, хорошо. Ой, хороший молодец. На тебе за это. О, заглотил до глотки. Капитально попал. Молодца. О, трешечка по-любому. Отлично. Третий достойный налим уже. О.
двадцаточку. Пол двадцаточки уже есть. Живой еще? Друг, ты живой? Живой. Это отлично. Притворяется, я, говорит, уснул. Кто? Ну, налим. А, вытащил. Ну, я, говорит, уснул, а сам шевелится. Хитрец. Белый налим. Полезай в кузовок. В туалет сходи на улице. Не надо там какать. О, попку выдери и полезай в кузовок. Ух ты. Зацепилась? Зацепиться-то зацепилась, но там что-то есть. Вот такой вот налимчик. Он шугу запутал. Полкилошка. Худой такой, не кормили что ли те? Да, далека, наверное, шел. Наверное. Мчался. Сказали, тут вкусно кормят. Полезай в кузовок. Пол ведерочка уже есть большого. Энскадан. Че, Алтай? Что там чудище какое шевелится? Что там шевелится, да, Алтай, а? Вот тебе интересно. Наверное, налим шевелится. Наверное, налим. Опа. А посмотрим, что там шевелится. Чудо там. Чудо речное. А вот и не чудо. Ничего там не шевелится. Это течением палку шатало. Ах, Алтай, Алтай. А ты думал. А ты думал, там рыба большая. Было бы неплохо. Но вроде как крайняя палка в этом ряду. Да. Даст, не даст. Алтай, колдуй. Голос, Алтай. Колдуй, шалтай, болтай, Алтай. Ну-ка. Иди, смотри. Алтай, смотри, внимательно смотри. На палку смотри, вот так. Вон, смотри внимательно. Молодец, смотрит. Внимательно смотри. Секи поляну так. Держи палку. Да ладно, небольшая натяжка даже есть. Опа. Иди сюда, Василий. Кулама, Опа. Кулема. кулама. Был налим и сдох налим. Так, Вот. Ничего. Ничего. не пахнет. Нет, Совсем не пахнет. конечно. Если пахнет, Алтай съест, покушает. Ай-ай-ай, блин, покусал меня. Мертвый, а кусается, блин. Притворился, блин. Ну вот, крайняя палка. Это что получается? Может, все по правому берегу идут? Опа-на! Ясь, Язёк, да? а я только хотел сказать, покажи Яся.
Вот, только думаю, покажи язя, хотел сказать. Ну вот, поменьше, чем те, конечно, но все равно приятно. Вон, Ну да. подвязок. Уйди отсюда. Конечно, энциклопедия. На малявку. А? Энцикаден все-таки нашли язя мы. Да. Одного. А мы хотели палки поднять отсюда. Нет, я говорю, тут песок, тут он будет ходить. Вот, Да. все-таки. Я уж думаю, если клевать не будет, говорю, ни одной рыбы эти 6 палок не принесли. Это Посни- первая палка. Первая, да. Ну, последняя как бы, ближе к Ну середине. да, ну. Ну, есть надежда тогда. На, ешь. Ну, вот и крайняя палка на сегодня. Вот. Палка с тюрьмой. Или садок там, как культурно назвать. Ну и есть крючок, на котором болтается живой ёрш С травой. и живая малявка. Ха-ха. Странно. Рыба здесь не проплывала. Все. На сегодня рыбалка закончилась. Никакая. На сегодня рыбалка закончилась. А мы даже сегодня ведро не наполнили. 20-литровые. Да. Ну, половина есть точно. Мы потом сейчас это взвесим и скажем, сколько килограмм мы рыбы поймали. А пока выгружаем мальков в садок. Остатки мальков мелкие через отверстие. А, блин, так, вот так руку поставить и наливать туда. Блин, снег. Снег нам не нужен. Ой, малявка нужна. Еще в лунку выпрыгни Да, сейчас тык. И пошел. до полного счастья. Да. Это нам только не хватало. Да, малявки хорошенькие на продольнике. Да-да-да. На маленькие. Или на озере рыбачить, да? Да, на окуня. Самые А для хорошие. продольников мелковато. О, лягушка, две маленькие лягушки даже. Ну вот. И батарейка хватило на камере. Пока выключаемся. Будем греть букс, сделаем включение. Иван Григорьевич готовит себе мягкое место. Как король поедет. Плацкарт. Так, ну а мы подводим итоги сегодняшней рыбалки. Сегодня у нас 17 декабря, день РВСН. В свое время в западной группе войск я тоже служил в этих войсках, так что можно сегодня будет накатить. Да, Григорьевич? Так, а мы сегодня поймали вот раз, два, три, 4, 5 вот таких хорюсков, одного, опа-на, вот такого вот подвязка, одного вот такого большого ерша, ну и кучу налимов. Сейчас, секунду. Вот такую вот кучку налимов. Так, вот это у нас мелочь, которая невозможно. Что-то дохлое, что-то мелочь. Вот раз. Вот такая вот могучая кучка. Он достойный экземпляр. Тут тоже. Этот килограмма на 1,5. Этот под 3. Этот около 4, может даже. Не-не-не. Эти где-то по 3, это 3,5, наверное, где-то. Примерно. Весы есть, но взвешивать что-то уже нормально, я считаю, вполне достойный улов. Даже если на 2 разделить, за раз уху не съешь. Нет. Что, Иван Григорьевич, как она? Устал? Да ты что, на рыбалке разве устаешь? Сейчас Утомляешься малость. в избушечку, затопим печку, поужинаем, по 50 капель, отдохнем и завтра со свежими силами опять сюда. Может, завтра будет клевать? Возможно. Так что, друзья, вот такой сегодня рыбацкий день у нас. Алтай, лапкой помаши. Погодка Лапкой. устаканилась, немного потеплело, правда пошел снег. Лапкой. Лапой. Это Алтай. Лапой помаши. Устал тоже уже.
Так что, друзья, Ну, 15 на сегодня день километров закончился. Встречаемся завтра здесь же, на этом месте. Всем пока, всем до свидания.